Я нахожусь в Канаде, в рабочем поселке в пригороде Калгари. Я покажу вам одну удивительную пермакультурную систему. А вот и она. Прямо на улице мы видим пример небольшого леса-сада в городских условиях холодного климата. Я нахожусь в гостях у Роба и Мишель Элвис в Калгари. Ну что, Роб, расскажи нам немного о вашем участке. Мы сейчас находимся в рабочем поселке, расположенном в пригороде Калгари, провинции Альберта в Канаде. Мы находимся к северу от 49-й параллели, так что у нас тут довольно холодно. Площадь нашего участка составляет порядка 5 соток. Мы работаем над нашим проектом уже почти 6 лет. Как только я закончил пермакультурный исследовательский институт, я сразу же бросился осуществлять задуманное. В целом, на нашем участке мы выращиваем почти всю нашу еду. Точнее, овощи и зелень с июня по ноябрь. В следующие полгода мы добавим в нашу систему животных. Мы собираем всю воду, выпадающую в виде осадков, на наш участок. У нас установлен солнечный коллектор для нагрева воды. Одна из самых больших проблем здесь, которая буквально не дает мне спать по ночам, это то, как тут бывает холодно. У нас частенько температура достигает минус 40 градусов, поэтому первое, что мы сделали, когда приобрели этот дом, мы его полностью утеплили. В нашем рабочем поселке почти у всех домов очень тонкие стены, в среднем от 3 до 7 сантиметров. Моя пассивная солнечная теплица и та лучше утеплена и изолирована, чем большинство здешних домов. Мы увеличили толщину стен нашего дома примерно в 10 раз. А это значит, что и отопительную нагрузку мы увеличили примерно в 10 раз. Я даже рад, что у нас такая маленькая площадь, и это позволило мне сконцентрироваться на планировке и дизайне дома и участка. Так что теперь я стал специалистом по созданию очень эффективного пермакультурного дизайна на маленьких участках. А участок действительно очень мал. Я вижу и вертикальное использование пространства. По всему участку установлена система сбора и распределения воды, и все, что тут сделано, очень эффективно и продумано. Да, так и есть. Мы находимся в отапливаемой пристроенной теплице, и тут у нас есть такая лежаночка от массивной ракетной печи, представляющая из себя большой объем термической массы. В этой ракетной печи камера сгорания сделана полностью из огнеупорного кирпича, поэтому она выдерживает очень высокие температуры. По частоте выхлопа, выходящего из трубы снаружи, ракетную печь можно сравнить с газовой печью. Выхлоп очень чистый. Благодаря чистоте выхлопного газа мы можем провести трубу под вот такой лежанкой с большой термической массой, совершенно не беспокоясь о гаре, копоти, о конденсате, которые обычно оседают на стенах трубы. Даже через 3 часа после розжига печи мы можем спокойно прикасаться к этой трубе, потому что лежанка, расположенная до нее, поглощает в себя все тепло. Ракетная печь подсасывает воздух через топку, затем воздух направляется вверх в бочку, а потом вниз. Так что эта бочка работает как теплообменник. Здесь такой жар ощущается, она горячая, как плита, и от нее нагревается воздух. Воздух поднимается вверх, а затем вниз по трубе, установленной посередине, так? Да. А затем горячий воздух проходит внутри лежанки, оставляя тепло в ее стенах, то есть бочка быстро отдает жар в окружающее пространство. Жар попадает сюда мгновенно, и бочка сильно раскаляется. Я только приблизил руку к поверхности и даже не дотронулся, но мне пришлось очень быстро одернуть ее, чтобы не обжечься. Вот только на таком расстоянии я могу удерживать ладонь, не обжигая ее. Так что воздух нагревается довольно быстро. А лежанка, в свою очередь, долго хранит тепло и медленно его высвобождает. Так что он очень талантливый инженер. Эта штуковина так умно спроектирована. Наша печка эффективна не только в отношении потребления топлива, но и по всем параметрам. Ведь мы используем всю тепловую энергию, которую получаем от нее.
Эта печь позволяет нам поддерживать температуру в теплице выше нуля даже в самые холодные ночи, благодаря большой термической массе. У нас в Калгари красные помидоры обычно не вызревают даже на улице. Недостаточно тепла для созревания. Так что если мы вовремя посадим наши помидоры и лето будет жарким, помидоры в нашей теплице созреют уже к концу июня, началу июля. Так что нам все соседи завидуют. Они даже не могут поверить, что уже в начале лета у нас созревают свои огурцы. Ведь снаружи обычно даже к концу лета огурцы могут так и не завязаться. Пока мы гуляли по саду, я кое-что заметил. Ты создал излишки почвы. Да. Вот это мне очень интересно. Оказывается, это место производит не только овощи, но и плодородную почву. Предлагаю нам пойти и посмотреть на это. Ага, вот и оно. Производство почвы на таком небольшом участке – редкое явление. Сколько времени ушло на производство этого объема? Каждый год мы получаем примерно половину от этого объема. Изначально мы использовали гравий на дорожках для тока воды. Но там в большом количестве поселились черви. Получилась такая подземная червиферма. Черви перерабатывали органику с наших грядок. По сути, они решили поднять уровень дорожек на уровень грядок. Вода больше не могла просачиваться через гравий, потому что все было заполнено плодородной почвой. В общем, мы убрали весь гравий, и вместо него снова стали применять мульчу. Это оказалось правильным выбором. В итоге, куда бы мы ни уложили гравий, везде появлялись кучи новой почвы. В общем, эта куча плодородной почвы – результат упорного 5-летнего труда червей, живущих в гравии. А вот с чего мы начали 5 лет назад. До того, как мы стали собирать воду и планировать посадки. Вот это да. Это была очень переуплотненная почва. 3 года назад мы отправили экземпляр этой почвы в лабораторию на анализ. Когда они нам перезвонили, они были в таком восхищении. Я никогда не слышал, чтобы ученые были так удивлены. Они сказали мне, что это лучшая садовая почва, с которой им когда-либо приходилось сталкиваться. А ведь любой человек может добиться такого результата даже на маленьком участочке. Все, что вам нужно, это хорошо продуманный дизайн участка, и у вас из такой почвы получится такая. Это и есть доказательство, лучшее доказательство. Здесь перед домом выложена подпорная стенка из темного камня. Она накапливает тепло, отдавая его растущим здесь растениям. Это позволяет выращивать здесь помидоры, которые обычно не вызревают в этом климате. А здесь они уже зреют, и все благодаря теплу от этой каменной подпорной стенки. Замечательная стратегия. Здесь посеяли дайкон всего 3 дня назад. Дайкон – это такой большой белый японский корнеплод. Часть урожая будет собрана, а часть корнеплодов останется в земле. За зиму они сгниют, обогатив почву питательными веществами и увеличив ее плодородие. С крыши очень хорошо видно, насколько плотно друг к другу посажены растения перед домом, а еще насколько точно продуманы композиции из растений. Эта система настолько же изобильна, насколько компактна. Это типичный представитель семейства зонтичных. Это валериана. Кстати, из нее делают валиум. Так что ее можно использовать в качестве антидепрессанта. Хотя, если вы живете в таком саду, депрессия вряд ли когда-нибудь вас настигнет. Зонтичные растения привлекают хищных пчел, которые борются с вредителями. Поэтому большое разнообразие прекрасных зонтичных цветов в этом саду – это часть стратегии регулирования численности насекомых-вредителей. В этом саду около 10 видов ягодных растений, и все они расположены в нижнем ярусе, а верхний ярус уже дорос до крыши дома. Облепиха крушиновидная – замечательный азот-фиксатор. Ее плоды очень полезны. Это не бобовое растение, однако оно отлично фиксирует азот. Удачный выбор для холодного климата. Полезные плоды и способность фиксировать азот – то, что надо для верхнего яруса.
Вот так выглядят спелые ягоды. Как видите, они красного цвета. Плоды облепихи богаты витамином С и Е, а это очень полезно для кожи. Ягоды можно использовать при изготовлении средств по уходу за кожей, а также употреблять их в пищу. Ягоды можно хранить замороженными, их полезные свойства при этом сохраняются. К тому же листья облепихи крушиновидной можно заваривать как чай. Вот такое многофункциональное растение. Плоды, богатые витамином С и Е. Листья можно продавать по довольно высокой цене. Ведь чай из листьев облепихи крушиновидной снижает уровень холестерина в крови, понижает давление. Это отличное и полезное для здоровья растение, которое замечательно впишется в пермакультурный сад. Полезное и многофункциональное. Зачем идти в аптеку и покупать таблетки, если можно вырастить вот такое дерево в собственном саду? Свежие плоды каждый день. А это тысячелистник. Еще одно растение из семейства зонтичных, привлекающее хищных ос. Это еще и замечательный активатор для компоста. Он способствует разложению органики в компосте и мульче. Тысячелистник также можно заваривать как чай. Он обладает снотворным действием и применяется в борьбе с бессонницей. В пермакультурном саду любое растение многофункционально. В этом саду довольно много ревеня, и чувствует он себя здесь очень хорошо. Своими большими листьями ревень захватывает воду и мульчу, направляя ее вниз к стеблю и по стеблю вниз к корням. Из-за того, что тут растет так много ревеня, его листья используются для мульчирования наряду с различной другой органикой. Вот тут у нас яичная скорлупа, а тут какие-то растения и травы. Все идет на мульчу. Рядом растет окопник. Далеко ходить не надо. Сорвал листок окопника, богатого минеральными веществами, кинул рядом, вот и мульча. Вот так и создается плодородная почва в пермакультурном саду. Тут у нас растет ревень, а здесь у нас уже засохшие листья ревеня, которые создают и обогащают почву. Стебли были собраны и пошли в пищу, а листья вернулись в почву. Природу нужно вознаграждать за любые ее дары. И все, что нам надо делать, это обогащать почву природными дарами. Таким образом, природа будет и дальше одаривать нас, ведь мы возвращаем Земле то, что принадлежит ей. Это листья ревеня создают прекрасную мульчу, обогащая органический состав почвы. Прогуливаясь по этому саду, понимаешь, что у любого растения есть своя важная функция, и не одна. Тут у нас азотфиксирующие травы. Это многолетний красный клевер. В холодном климате большое разнообразие многофункциональных растений. Вот этот азотфиксатор — клевер. А еще тут повсеместно можно встретить люцерну. Это тоже многолетняя трава, которая всходит каждый год. Тоже азотфиксирующая. Такие травы помогают естественным образом восстанавливать почву участка. В этом и заключается пермакультурное планирование участка. Мы воссоздаем природную систему. Мы не просто производим продукты питания, мы также производим почву. Мы обогащаем почву, увеличиваем ее плодородие и тем самым упрощаем себе производство пищи, делая его более эффективным. Необычное зрелище. У нас тут кусты черной смородины, увешанные ягодами, и все это прямо в палисаднике перед домом с видом на улицу. Это сортовая черная смородина. Лучший источник витамина С. Кругом свежая еда, богатая питательными веществами. Тут у нас приподнятая грядка, засаженная картофелем, один из наиболее популярных крахмалистых овощей. Спустившись по ступенькам прямо из кухни, можно набрать зелени. Кстати, здесь небольшой прудик, сделанный из автопокрышки. Тут влаголюбивые растения. Эти растения можно срезать и использовать в качестве мульчи в саду, обогатив почву. А так как это болотные растения, то и сорняков от такой мульчи точно не будет. А это типичный прием в маленьких хозяйствах. Вертикальное использование пространства. Фасоль, кабачки и тыквы плетутся вверх по сетке, занимая гораздо меньше места, чем обычно. Трудно себе представить, что такое разнообразие можно уместить в таком ограниченном пространстве. Еда здесь практически повсюду, кругом цветы, зелень, травы, листовые овощи, пахчевые и корнеплоды. Тут у нас морковь, красные помидоры, хотя, по идее, их тут быть не может. Такой сад – источник здорового питания для семьи, проживающей в пригороде или в частном секторе. Сейчас август, и глядя на все это, сложно представить, как все это выглядит зимой.
На этом, просто микроскопическом участке умещается такое невообразимое изобилие пищи. При этом первые заморозки начинаются уже в сентябре, а последние заморозки здесь приходятся на начало мая. Тогда же сходит и последний снег. И только с мая можно начинать садово-огородный сезон, который длится всего 4 месяца. Однако даже в таких условиях на этом маленьком участке земли вы можете производить все необходимые вам овощи, а с применением пермакультурных приемов вегетационный период можно продлить. Такими удивительными результатами стоит поделиться. Перевод Анна Личинская. По инициативе и организационной поддержке Валерия Го. Группы «Мир. Устойчивое развитие. Пермакультура» и «Древо жизни». При финансовой поддержке Андрея Сапкалова. Друзья, приглашаем вас на онлайн-сертификационный курс пермакультурного дизайна от Центра Рояр. Вы получите все необходимые знания и навыки для создания пермакультурных проектов обустройства для любого участка, вне зависимости от его масштаба, начиная от 6 соток и заканчивая поселениями на 600 гектар. На курс предоставляется рассрочка от 2 до 10 месяцев. Все подробности о курсе на сайте royar.ru. Благодарим за финансовую поддержку Сергея Черенкова и Центр озеленения и терраформирования «Вешний лес». При финансовой поддержке компании «Массив». Семена, саженцы и пермакультурный дизайн в холодном климате. Выражаем благодарность за финансовую поддержку Юрию Курскому, Анне Романовой, Алексею Захарову и Юрию Нестерову. Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин. Мастерская «Азъесим».